Уважаемые зрители, рад вас приветствовать. Сегодня 13 января. Я делаю сегодня вторую запись. Не мог я тоже здесь не поснимать. Мы находимся в парке Хусейна бин Талала. На улице, основная улица, самая такая интенсивным движением, это прилегающая к данному парку, это Абдуллы II бин Хусейна. Вот. Это иорданская династия, если я не ошибаюсь. Так, ради интереса можете загуглить. Это ресторан Форест. Форест — это лесной массив в переводе с английского. В Грозном за прошедшую ночь выпал снег. И вот такая прелестная картина за счет вот этого белоснежного снега. Какая тавтология получилась. Белоснежный снег. А вы меня поняли. Белым бело. Особенно тут в парке. Вот дети резвятся, наслаждаются вот этой ситуацией, которая выпала. Пользуются моментом. Вот. Итак, Грозный красавчик. А тут еще сам Всевышний вознаградил такой погодой. И вот видите, да, как все просто нет слов. Эстетика высший класс. Здесь в советские времена этот парк, кажется, назывался в честь Павла Мусорова, героя Второй мировой войны, Великой Отечественной. Если говорить конкретно, что связано с нашей страной, я вам сейчас даже покажу, поднявшись на эту площадку, лестницу. Ну и заодно реклама нашей воды, наше национальное достояние чеченское. Вот. Я покажу памятник, посвященный Стелла Павлу Мусорову, как поднимусь туда. Ну, помимо того, что я вам скажу, что погода сегодня отличная, классная, плюс еще мы находимся в парке, который по своей красоте он нетипичен и не похож на другие какие-то скверы, парки. Здесь все имеет какую-то свою специфику, очень как-то необычно, очень со вкусом. Мне нравится. Я очень надеялся, что еще в 15-16 году, я помню, как мне хотелось, чтобы это все восстановили. И я даже писал письмо в мэрию, чтобы узнать, есть ли какие-нибудь наметки для этого. Мне ответили, что в планах имеется, и скоро мы будем делать. И в 17-м, кажется, начали реконструкцию. И уже так, в 18-м завершили. Так, я паузу сделал, я смотрел, нормально ли все у меня, съемка идет, нет. Ну, просто вам словами не передать ощущения, которые я испытываю здесь. Тут так красиво. Плюс, машаллах, альхамдулилля, настроение хорошее. Ну, все факторы тут. И небо очень красивое сегодня. И люди сегодня позитивные очень. Энергетика такая царит в Грозном, необычная. Давайте поднимемся на лестницу и сделаем обзор небольшой. Оп.
Так. Вот снег слоем где-то около 15 сантиметров будет. Но он чуть-чуть усадку дал, потому что подтаивает. Вот какой обзор тут открывается. Смотрите. Жалко, что я не взял микрофон. Боюсь, из-за ветра будет чуть-чуть шум. Я не планировал, честно сказать. Так потом иду и думаю, нет, это надо заснять, думаю. Нельзя так оставлять. Вот. Вот та самая стела, посвященная советским воинам времен Великой Отечественной войны, Второй мировой, если мы по мировым масштабам говорить. Вот. Эта сторона, это северо-запад Грозного. Если так брать, это будет север. Мы находимся в Байсагуровском районе города Грозного. Мы находимся в Байсагуровском районе. Вот так, если смотреть, погода ясная. За стеллой вы прям видите отрог, кажется, правильно говорить, или выступ, который вот от Сунжского хребта, то, что идет. Ну, это Сунжский хребет, собственно, и есть. В этом районе где-то там располагается Карпинка, Андреевская долина. Вот, примерно, чтобы вы ориентировались. Здесь уже западная сторона Грозного. Западная сторона. Направление, вернее, западное направление. Видны высотки, недавно построенные на автовокзале, на западном автовокзале. Вот западная вершина, одна из воинских дозорных, военных дозорных вершин Грозного, западная вершина. Прямо под этой вершиной, подножья, начиная от подножья, почти больше середины этой сопки расположено одноименный поселок расположен. Сюркорт. Сур — это по-чеченски, это войско. Например, имя Сурхо — это означает воин, солдат. Вот Суркорт. Вот, ну, это отдельная история. Отдельная история. Сделаем про это тоже ролик. Вот за этими кварталами уже люди в народе это место именуют уже, ну, относится это к Лучу, район Луча. Если квартал 2-3 выше, уже туда. Вот. Вот это новое строение вот здесь, что видно. За ним еще есть дом. Он так, обзора на него нет. Он иначе расположен. Очень красивые новостройки. Очень красивые. Это тоже по этой улице. Это по улице Ахмад Хаджи Кадырова. Это улица, проспект, вернее, даже. Он простирается от самого центра, от моста через Сунжу и до самого конца, до подножия этой сопки. Вот. Это тоже уже выше этого дома тоже относит район Луча. Вот. За этим домом туда уже будет поселок Мичурино. Вот. Там уже центр. Здесь минутка. Мы видим
великолепный дом, который был недавно сдан, с аркой. Вот, на минутке. Вот новостройка. Во дворе этого дома строится мечеть тоже. Машаллах. Там находятся наши микрорайоны Грозного. Их 6, если уже не 7. Вот такие вот дела. Парк очень красивый, очень красивый. Тут вон есть место, как амфитеатр, такой овальные такие эти сиденья там расположены. Вон там. Очень красиво. Стоянка специальная под тех, кто подъедет сюда и будет гулять, отдыхать с семьей. Вот, видите? Очень красиво. Ухаживаю за этим парком. Я постоянно наблюдаю, что уход тут капитальный. Одна из изюминок этого парка, вот видите, пруд, да? Пруд. Очень красивый пруд. Очень интересно. Интересное решение, которое придумали архитекторы, дизайнеры, которые занимались этим парком. Молодцы. Что скажешь? Эта сторона, она предусмотрена там имеются площадки. Вот такая категория у этой стороны парка. Всевозможные площадки, игровые качели и так далее. Баскетбольная территория с корзинами и так далее. И футбол, где есть играть, тоже огорожено, там аккуратно все сделано. Перекладины, турники, то есть брусья, целый комплекс. Здесь для скейтбордистов и велосипедистов, чтобы они аккуратно, не травмируя себя, делали свои трюки. Но в силу погодных условий дети переоборудовали под катание на санках. Вон я вижу. Постараюсь, чтобы вы тоже разглядели. Вот такая вот история, вот такие вот дела. Решил с вами поделиться. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Будем на связи. Всем добра, всех благ, всего самого хорошего. Пока.